В эфире новости расскажем о самых заметных событиях к этому часу. С вами Василий Радченко. Здравствуйте. Лесные пожары продолжают нести угрозу нескольким селам Момского района. Огонь вплотную подобрался к нефтебазе. Минувшие сутки отметились и ростом заболеваемости коронавирусом. В Якутии выявлены 51 зараженный. Новый сквер открыли в селе Бердигистяк Горного района. Там можно не просто отдохнуть, но и полюбоваться на водную гладь. Обстановка с лесными пожарами в Момском районе остается сложной. Реальную угрозу для населенных пунктов, объектов экономики и аэронавигации представляет пожар возле нефтебазы села Хану и вблизи села Бор-Сасы. Обстановка осложняется жаркой погодой. С утра там плюс 31 градус. Возле села Хану задействованы специалисты ГАО «Якутлесресурс» и добровольцы, которые работают в 2 смены. Пожар сейчас частично локализован. Для защиты объекта сделана минерализованная полоса длиной около 6 километров. Пожар в районе Бор-Сасы находится в 1 километре от села. На тушении также работают добровольцы и сотрудники Якутлесресурс. Всего же на территории Якутии действует 110 природных очагов. Площадь, пройденная огнем, 336 тысяч, активного горения 500 гектаров. За сутки возникло 28 пожаров и 36 ликвидировано. На тушении работали более 700 человек и 60 единиц техники. В целях ликвидации потенциальной угрозы применялась авиация МЧС России. Вблизи населенного пункта Крест-Хальджай Тампонского района произведено 15 сбросов и слито 45 тонн воды. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Кобяйского, Алданского, Среднеколымского, Татинского, Усть-Алданского, Усть-Майского и Тампонского районов, где зарегистрировано 88 очагов природных пожаров. Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. Сменой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия проводится моделирование и развитие приближенных пожаров по наихудшему сценарию. В связи с отсутствием осадков и учитывая южный, юго-восточный ветер с усилением 5-10 метров в секунду, существует вероятность задымления в 16 населенных пунктах на территории Верхоянского, Тампонского, Среднеколымского, Абыйского и Момского районов. Вечная мерзлота Арктики в опасности. Об этом все активнее говорят эксперты. Они отмечают, что оттайка мерзлых грунтов из-за изменения климата и нарушений во время постройки и эксплуатации зданий встречаются все чаще. Максим Кардозу продолжит. По оценкам ученых, уже к середине 21 века из-за изменений климата и таяния грунтов может быть повреждено до 70% арктической инфраструктуры, под угрозой обрушения здания и в Якутии. По данным экспертов, за последние 20 лет в центральных районах республики среднегодовая температура повысилась больше, чем на 3 градуса. Изменилась и глубина протаивания некоторых грунтов. Чтобы вовремя реагировать на возникающие проблемы, необходимо постоянно мониторить состояние сооружений на сваях. Один из факторов – это, естественно, изменение температуры и засоленности грунтов, то есть химическое изменение влаги, которое находится в сезонном талом слоя. И второй немаловажный фактор – это поведение самого материала фундамента, то есть самого бетона. И эти 2 кита, которые должны быть как в качестве контролируемого параметра весь жизненный цикл объекта. В Якутии принят закон о рациональном использовании и сохранении мерзлоты. В нем сформулированы нормативы, которые должны минимизировать деградацию многолетних мерзлых пород. Эксперты отмечают, что подобный закон необходим и на федеральном уровне. 60% территории России находится в зоне вечной мерзлоты. Правда, нужно учитывать тот факт, что мерзлота мерзлоте рознь. Потому что действительно в характере поведения и климатические особенности в арктической зоне, они разные. На Норильске, Якутии это не одно и то же, и подходы к проектированию должны быть немножко различимы. Есть же система районирования по сейсмичности, и требования определенно выдвигаются к конструктиву здания и к фундаментам. Эксперты отмечают, что службы ЖКХ не должны забывать и о самых элементарных правилах эксплуатации зданий на севере. Если снег убрать по периметру здания, зимой промерзнет почва сильнее. Соответственно, летом она оттает меньше. То же самое, если с крыши или вдоль стены дома течет вода и нет отмостки, да, то она по свае течет вниз и растапливает. Так? Это достаточно элементарные правила, но сейчас их надо соблюдать гораздо строже.
Специалисты сходятся во мнении, чтобы сохранить вечную мерзлоту, нужно повысить требования к технологиям строительства, расширить нормативную базу в части охраны многолетних мерзлых пород, а также вернуть практику государственного мониторинга за состоянием грунтов. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Минувшие сутки отметились ростом заболеваемости коронавирусом. В Якутии выявлены 51 зараженный. Об этом в ходе брифинга регионального оперативного штаба сообщила Ольга Балабкина. Из них 42 случая в Якутске, по 2 в Мирнинском, Алекминском, Булунском районах. По одному заболевшему выявлено в Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском и Оленёкском районах. Конечно, безусловно, когда в северные районы приходит ковид, у людей возникает определенного рода тревоги. И, соответственно, сегодня в ряде социальных сетей, в том числе на имя главы республики, на мое имя приходит определенного рода вопросы, связанные с тем, что в Булунском районе не принимается должных мер. Но нужно обратить внимание, что наши арктические районы, они действительно долго жили достаточно в легком режиме санитарно-эпидемиологических правил. Поэтому сегодня для них их соблюдение является обязательным. И, конечно же, будет усилена работа как и по ношению масок, так и по контролю за теми, кто осуществляет услуги общепита. Торжественное награждение волонтеров за вклад и помощь в период пандемии прошло в Якутске. На мероприятии отметили 15 человек. Напомним, ранее указом главы был учрежден республиканский волонтерский корпус. Всего добровольцами было обработано более 24 тысяч заявок. Помощь получили 20 тысяч якутян. На сегодняшний день республика насчитывает порядка 2500 волонтеров. Как отметил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Александр Сусоев, торжественные мероприятия продлятся до конца года по всему региону. Ребята очень достойно отработали. Мы сделали 25 тысяч, порядка 25 тысяч заявок. Кроме этого доставили 20 тысяч однократной продуктовой помощи. Это огромная работа, и мы хотим очередной раз сказать огромные слова благодарности нашим неравнодушным гражданам и волонтерам республики. 11 сотрудников службы спасения республики поехали сегодня на тренировочные сборы на хребет Аганский на границе Тампонского района. Спасатели поднимутся на безымянную вершину высотой 2409 метров над уровнем моря. Там они установят памятный обелиск с мемориальной доской в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. А безымянной высоте присвоят имя 5 братьев Малгиных, уроженцев Татинского района, павших на полях сражений в Великой Отечественной войне. Коллектив службы спасения организует подобные экспедиции ежегодно. В основном составе это опытные, и прошедшие альпинистскую подготовку. И есть, так сказать, не имеющие опыта, которые будем посвящать в спасатели. Получат спасатели практический опыт. Ну и также памятная дата – 75 лет Победы. В селе Бердигистяк Горного района Якутии проходит открытие нового общественного пространства. Сквер Эе построен по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Торжественное мероприятие посетил глава региона в рамках рабочего визита в район. Напомним, что федеральная программа формирования комфортной городской среды стартовала в республике еще в 2017 году. Если в самом начале реализации проекта новые общественные пространства строились только в Якутске, то сейчас площади, скверы, детские и спортивные площадки появляются и в отдаленных населенных пунктах. Сейчас на месте находится наш корреспондент Юрий Осипов. Юрий, здравствуй. Ждем подробностей. Да, здравствуй, Василий. Новый сквер находится в самом центре села Бердигистяк. По сообщению автора проекта Леонтия Туласынова, сквер задуман таким образом, что здесь каждый может скрасить свой досуг и найти увлечение по интересам. Для этого проектом заложено множество функций. Вдоль озера Таралган проектом предусмотрена зона отдыха с сидячими местами под навесами. Мощеная площадка, примыкающая к деревянному настилу вдоль озера, запланирована для различных мероприятий и выступлений. Здесь также есть сцена с амфитеатром, детская, игровая и спортивная зоны, куда входит скейт-площадка для подростков, воркаут для молодежи и спортсменов, зона оздоровительного досуга для людей зрелого возраста и фудкорты. Перед главным входом для удобства сельчан предусмотрено парковочное место. Центральная часть сквера – площадь, посередине которой находится светящийся в ночное время арт-объект «Одуванчик», сделанный по мотивам картины «В три грации» известного якутского художника Андрея Чикачева. Не случайно сквер назван «Эе», что в переводе означает «мир». Планировочно сквер увязан
связан с существующей площадью Победы. Переход в сквер запроектирован через мемориал, на котором размещены отрывок из гимна Горного Улуса и тематические стихи народного поэта Семена Данилова. Композиция мемориала несет глубокий смысл. Солнце, верхняя часть конструкции, олицетворяет мир. Опоры – это люди, которые титаническим усилием добились великой победы и держат на своих плечах мирную жизнь. Отмечу, что на реализацию программы формирования комфортной городской среды в Якутии в этом году направлено 347 миллионов рублей, из которых 276 предусмотрены из федерального, 24 миллиона из республиканского и 46 из муниципального бюджетов. На эти средства благоустраиваются 54 территории, 46 дворовых и 8 общественных пространств. Василий, к этому часу у меня вся информация. Передаю слово тебе. Да, Юрий, спасибо. Открытие нового сквера в Горном районе освещал наш корреспондент Юрий Осипов. В Якутии начался сезон сбора лечебных трав. О том, какие из них можно повстречать в наших лесах и что из них действительно приносит пользу. Марферина Алексеева. Галина Борисовна уже более 20 лет как вплотную занялась народной медициной. Собирает лечебные травы для себя и отправляет внукам в Центральную Россию. Говорит, растения Якутии особенны, и ягоды слаще, и целебных свойств в них больше. Живет Галина Борисовна в поселке Алмазный. Часто собирает травы вдоль реки Баутобия. Это ее любимое место. Здесь растет более 10 разных лечебных трав. Самым любимым растением травница отмечает сабельник болотный. Он сердце поддерживает, он зрение поддерживает. То есть он лечит, как король всех трав, он лечит почти все болезни. В желудке эрозия женщины залечили мы этим маслом, совхоза «Женщина». И, значит, 12-перстную язву залечили. Потом женщина, вот руки, когда трескаются до крови, даже беременная женщина, я ей давала масло. Вот махом вылечит. Растет сабельник в болотистой местности. Полезны в нем цветы, листья и даже корни. Из корней можно делать настойку. Листья и цветы можно сушить, либо замачивать в масле. При гриппе, ОРВИ и различных воспалительных процессах эффективно помогают всеми известные и везде растущие травы. Как только человек заболевает, сразу начинаем пить противовоспалительные травы. Ромашку заварим, календулу заварить можно. Иван-чай, его везде же много. Курильский чай – еще одно чудо растения. Применяется для лечения различных инфекционных вирусов. Нормализует функции щитовидной железы, при профилактике против раковых заболеваний, для устранения проблем пищеварительной, а также мочеполовой системы. Эффективен как жаропонижающее средство. Стоит мне заболеть, вот я чувствую, где-то я подцепила простуду, да? Все, надо его заваривать и пить. Пижма держит хорошо стариковский организм. Вот. Кроме того, печень лечит. Все желтые травы, запомните, они лечат желчный пузырь и печень. При сахарном диабете сильнейший лечебный эффект оказывает ягода голубика, а также кора лиственницы. Кору надо поскоблить, кору, и потом эту кору кипятить. Она тоже хорошо понижает сахар. Традисканс, вот она так плетется, ее еще так называют сплетни, раньше вот называли, помню, бабулечки. И вот эти листики заварить, они, знаете, помогают как хорошо от сахарного диабета. Головокружение, ухудшение памяти, зрения или нарушение внимания говорит о закупоренных сосудах. При таких признаках хорошо пить чай с мятой и мелиссой. В нашем случае их хорошо заменит клевер. Клевера у нас тоже, слава богу, много. Есть и красный, и белый. Можно любой заваривать и пить. Когда сосуды грязные, эта болезнь называется атеросклероз. Если сосуды грязные, то человек начинает страдать, у него начинается головокружение, да, у него начинает голова болеть. К лекарственным средствам Галина Борисовна прибегает очень редко, и то только от давления. А ее лечебными рецептами пользуется не только семья, но и жители со всего района и даже за его пределами. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирнинский район. И на этом пока все. До встречи в следующем часе.